На стартовой странице представлены название продукта и сведения об авторе. На главной странице тренажера мы видим рубрики. Здесь представлены части речи, существительное, глагол, послелог, местоимение. На примере существительного посмотрим, как тренажер работает. Кликаем мышкой по нужному разделу, в данном случае это существительное. Мы попадаем на страницу, на которой представлены падежные суффиксы по группам. Выбираем ту группу суффиксов, которые хотим отработать. Кликаем мышкой. И следующая страница предлагает ознакомиться с правилами. Правила можно прочитать, либо посмотреть ролик. Давайте посмотрим ролик. В данном тренажере использованы ролики, представленные на портале для всех, кто учит Коми язык. Ролики доступны для всех пользователей интернета. Правда, для данного тренажера пришлось заняться монтажом, так как в роликах допущены ошибки, а некоторые картинки не соответствуют детскому возрасту. Ну вот, давайте посмотрим этот ролик. Ты кутыш, ме Питерыш. Я из Петербурга. Ты кони, ме Сыктывкарын. Я в Сыктывкаре. Кутча. Куда? Ты кутча. Школа, В школу. горта, Домой. шикта, В деревню. кара, В город. Москва. Москву. Как видим, при ответе на вопрос «кытча» «куда?» к существительному прибавляется «э». Это так называемый вступительный падеж. Вот на этой картинке мы хорошо видим значение всех трех падежей места. «Э», «ын», «ищ». Керка, керкаын, керкаыш. Зонка пыры керка. Зонка пукала керкаын. Зонка пета керкаыш. Падежи места часто употребляются с глаголами движения или местонахождения. Локны. Лок горта. Иди домой. Мунны. Миму нам Сыктывкарыш. Мы уезжаем из Сыктывкара. Ветланы. Ходить, ездить. Ная ветлана шикта. Они ездят в деревню. Далее мы можем правила еще прочитать, либо выполнить задание. Ну, давайте посмотрим. Вот так вот выглядит значение суффиксов. Ну и переходим к выполнению задания. На странице задания представлено предложение, в котором к существительному надо правильно подобрать суффикс из трех предложенных. Для более легкого понимания содержания предложения сопровождаются картинками, иллюстрациями, которые взяты из книг коми-писателей, а также журналов, издаваемых в нашей республике. Здесь преследовалась еще одна цель – это познакомить пользователей с издательской продукцией нашего региона, вызвать интерес к чтению книг русскоязычных писателей Коми Республики, комиязычных произведений или произведений, переведенных на коми язык с другого языка. Кликая мышкой по картинке, мы можем посмотреть, из какого произведения эта иллюстрация, кто является автором произведения и художник. Итак, вернемся к суффиксам. Мы видим предложение, в котором к существительному надо подобрать суффикс. Если мы неправильно выбираем суффикс, ну вот давайте попробуем кыч, пета, керка, то вам предлагается подумать, и стрелочка отправляет вас на правила, да, где вы еще раз можете прочитать или посмотреть ролик. Можете прочитать еще раз, перейти к выполнению задания. Можете еще раз посмотреть ролик. Мы перейдем к выполнению задания.
Система столько раз отправит вас к правилам, сколько раз вы ошибетесь. Так, если суффикс был подобран правильно, кыч, пета, керкавыш, то вас ждет похвала и следующее предложение. Вер ола еджет паща кыч. Я думаю, что здесь надо подобрать суффикс «э». Опять неправильно. Значит, опять нам предлагается правило посмотреть, либо прочитать. Посмотрели ролик, вернулись к предложению. Верын ола еджет паща кыч. Теперь правильно. Следующее предложение. Зонкая смунаны походен. Неправильно. Отправляет нас к правилам. Затем обратно к предложению. Зонкая смунаны походы. Здесь все получилось. Попадаем дальше мы на следующую страницу с отработкой следующих суффиксов. Это суффиксы лен, лыщ и лы. Опять же смотрим сначала правила. Поговорим о падежах принадлежности, Лен. когда у кого-то что-то есть или нет. Вокодлен ноутбук. У твоего брата есть ноутбук. Чоислен ноутбук абу. У его сестры ноутбука нет. Лы. Когда кто-то кому-то что-то дает. Вася щете чоисли ноутбук. Вася дает своей сестре ноутбук. Жина кожнала вокусли айфон. Зина дарит своему брату iPhone. Лыщ. Когда у кого-то что-то берут. Бошт айфон се чоидлыщ. Возьми iPhone у своей сестры. Корсиес батидлыщ. Попроси его у своего отца. Щет ваша лыш ноутбук жиналы. Дай Васе ноутбук Зине. Итак, если решили отработать другую часть речи, то достаточно вернуться на главную страницу тренажера и выбрать тот раздел, который вам нужен. Либо глагол, либо послелог, либо местоимение. Таким образом, многократно повторяя значения суффиксов, упражняясь в образовании словоформ в том или ином контексте, у пользователей формируются грамматические навыки.